Глава Якутии еще раз призвал жителей оставаться дома. Сегодня это стало жизненно необходимым. На экранах вы сейчас видите карту распространения и находящихся на самоизоляции людей. Красным цветом отмечены места, где проживали зараженные. Серым показаны люди, находящиеся на обязательной самоизоляции по предписанию ответственных ведомств. Как видно, количество этих людей увеличилось в разы. Анализ работы общественного транспорта показывает, что даже лица старше 65 лет ежедневно совершают поездки, несмотря на то, что практически все услуги сейчас можно получить онлайн, а продукты заказать с бесконтактной доставкой домой. Правоохранительные органы сейчас работают в усиленном режиме, патрулируют улицы, проводят беседы с жителями, контролируют дороги и аэропорты. При этом сами рискуя своим здоровьем. За эти дни за нарушение режима составлено более 100 административных протоколов, суды рассмотрели 15 дел. К самоизоляции призвали и другие известные якутяне. Я призываю вас не нарушать режим самоизоляции. Нам всем сейчас тяжело, но нужно перетерпеть. То, что нас не убивает, делает нас крепче. А дома всегда найдется чем заниматься. Читать книжки, не знаю, заниматься спортом, осваивать какой-то музыкальный инструмент. Я вот, например, занимаюсь своим любимым хомусом. Сейчас попробую, кстати. Секундочку. Вроде получается немножко. Так вот, я призываю вас не выходить без надобности из своих квартир. Давайте бережно относиться друг к другу. Давайте звонить друг другу, говорить какие-то добрые, хорошие слова. О многом, кстати, есть время подумать. Вот уже несколько недель я нахожусь на самоизоляции, но кроме этого еще и продолжаю работать на самоудалении. За это время русская община, выполняя грант президента Российской Федерации, провела 2 мероприятия, посвященные 2 русским поэтам, Корнею Чуковскому и Белле Ахмадуллиной. И все это было сделано на удалении. Кроме этого, чем я занимаюсь? Естественно, я читаю книги, много смотрю телевизионных программ, много общаемся с моей женой. Хоть мы уже и 36 лет живем вместе, но нам это не надоедает. И сейчас я хочу обратиться к своим землякам. Дорогие якутяне, давайте поможем нашим врачам, нашим властям побороть эту эпидемию. Давайте посидим дома. То мы просим, чтобы нам давали по 2 недели отдыха, а когда нам предлагают отдыхать, мы почему-то шарахаемся и гуляем по городу. Поэтому давайте сидеть дома.